Всем привет! Сегодня на повестке дня игра Need for Speed Shift. Need for Speed знают люди даже далекие от видеоигр, поэтому и спрос с игры большой. Посмотрим, что получилось у авторов во главе с EA. Сразу хочу сказать, что сериал основательно перетряхнули. На свалку истории отправился стритрейсинг, разборки группировок и сюжет. Взамен мы получили симулятор автосоревнований на самых знаменитых трассах мира. NFS не поражает огромным выбором автомобилей, как, например, Forza Motorsport или Gran Turismo. Но тем не менее, все самые раскрученные дорожные спорткары здесь присутствуют. Физическая модель тоже была изменена, равно как и тактика прохождения поворотов. Теперь уже невозможно просто притереться к стенке и таким образом проехать, как раньше, а тем более к невидимой стенке. Теперь автомобиль ведет себя очень правдоподобно. Сорвать в занос мощный спорткар проще простого. Приходится играть газом, приноравливаясь к характеру мотора. Это одновременно и хорошо, и плохо. Поясню эту мысль. Если прожженный геймер видит вызов своим возможностям и в конце концов учится ездить быстро и эффектно, то человек случайный, а таких немало, если говорить о NFS, потому что многие покупают только одну игру в год, и это NFS, к примеру, может быть разочарован этот человек. Многие привыкли, что Need for Speed это легкая в освоении игра про суперкары, а тут он видит, что правила поменялись, и водить машину типа Bugatti надо еще научиться. Наиболее очевидный способ нивелировать различия в подготовке геймеров – это регулирование уровня сложности. А вот тут разработчики попали в просак. Уровень сложности хорошо меняет поведение соперников на трассе на менее агрессивное, а вот управление машиной остается переусложненным. Появляется помощь при торможении, хотя места торможения и так выделены красным на линии идеальной траектории, и я не знаю, кому нужна эта помощь. А вот надо было ввести развитый трекшн-контроль, который придушит обороты двигателя в случае угрозы заноса, и строгую противозаносную систему, и получилась бы просто идеальная игра для новичка. А так не совсем. Пройти до конца игру будет, наверное, очень сложно, особенно для людей, чей уровень подготовки не столь высок. Возможно, кажется, что я слишком заостряю на этом внимание, но мне просто жаль, что допущена такая ошибка, промашка, можно сказать, потому что остальные аспекты игры просто выполнены на ура. Кокпиты это вообще заглядение, равно как и модели автомобилей. Очень интересно новая ролевая система. Вы можете ездить агрессивно или аккуратно, и все это вам зачитывается, даются специальные очки, определенные для каждого типа деятельности, и особые соревнования. Также интересна система звезд и дополнительных заданий. Это дает реиграбельность игре, большую. На каждой трассе есть дополнительные задания. Например, набрать определенное количество очков, выбить соперника, показать определенное время и множество других, подобных. За них дают звезды, а за звезды открываются новые трассы. Need for Speed это действительно классная игра. Если бы не вот эта промашка со сложностью, то это было бы вообще супер. А так, все-таки середнячок. Но если вас не пугает такое переусложненная игра, то обязательно попробуйте ее. Всем пока, спасибо за просмотр. Top dog, patrolling the beach. Niggas say they hard as bitch, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific coast. And the bomb chrome rims, black on black Yukon. With nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit is changing. I hollered at the homie the other day. G'd up at the park sipping Alizé. One of the homies took a beating, so now it's finna be a gang of checking at the meeting. Life cycles repeating, it's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me. And you know what I discovered? What they keep saying, keep your mind and your money, motherfuckers, and shake busters.